Санаторий Бесчагда – это настоящий островок зелени и спокойствия в ближайшем Подмосковье. Среди соснового бора с начала 20 века располагается пансионат. В 1992 году президент России Борис Ельцин передал этот уникальный объект Республике Саха-Якутия. С тех пор сюда приезжают поправить свое здоровье наши земляки. Основные направления санаторного лечения – это опорно-двигательная система, кардиология и послековидная реабилитация. Для многих пациентов Бесчагда неизменно ассоциируется с Протодьяконовой Нюргуной Васильевной. Она врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделом санаторно-курортного лечения. Уже больше 20 лет ее жизнь тесно связана с этим санаторием. В то время у нас была заведующая медицинской частью Томская Татьяна Юрьевна. Она кардиолог, она работает сейчас в Национальном центре медицины. И она пригласила меня работать в 96-м, 97-м, так как я уже тоже кардиолог, заменять ее во время отпуска, когда она уезжает. И я столкнулась, конечно, с работой в Бесчагде. И после того, как я уже как-то так вот начала работать с 96-го года, по чуть-чуть, там какие-то, как временно, да, в 98-м году, уже после того, как Татьяна Юрьевна решила переехать в Якутию, решила уже там обосноваться, и вот пригласили меня работать здесь кардиологом. В 98-м году, ровно 25 лет назад, я пришла сюда работать кардиологом, и ничуть об этом не жалею. В 2000 году уже тогда Егор Капитонович Максимов был генеральным директором и главным врачом тогда. Он предложил мне заведование отделением, и я с 2000 года была заведующей отделением. В нашем санатории работает такой замечательный врач Нюргуна Васильевна, который является, наверное, брендом нашего санатория, потому что многие люди, наши клиенты, специально приезжают к Нюргуне Васильевне, специально пройти диагностику, лечение. Я очень рад, что такой врач у нас есть. У нас замечательная, красивая женщина, профессионал своего дела. Для каждого руководителя важно, чтобы был человек, который болеет за свое дело. Она болеет за санаторий. Всем нам легко работать вместе с ней. Мы очень рады, что она является нашим коллегой. И надеемся, что ее трудовой стаж будет очень длительным в нашем санатории. И все вместе мы добьемся здесь каких-то значительных успехов. Пришла новая команда во главе с генеральным директором Георгием Ильичем Трофимовым в 2020 году. Его было волевое решение, наверное, вместе с постоянным представительством с Андреем Сандомировичем Федотовым решить вопрос того, что как будет развиваться санаторий. И выбрано было именно медицинское направление, именно лечебная деятельность выбрана как приоритет. Мы развиваем медицинскую деятельность. У нас появилось очень много специалистов узких, дополнительных. Есть эндокринолог, и травматолог, и офтальмолог. И сейчас будет еще внедряться эндоскопические исследования, хирургические услуги. Закуплены дорогие, современные, цифровой рентгенаппарат у нас есть, что позволяет диагностировать очень многие заболевания. Всегда Бесчагда изначально, исторически очень серьезно относилась к лечебной деятельности, к медицинской деятельности, поэтому у нас не было таких вот вообще врачей, которые не болели бы душой за пациентов, за своих, и всегда вот это уже принято было, что мы их ведем до конца и помогаем уже решить все их проблемы, которые возникают у них по здоровью. Здесь такое слово, там эмпатия, сочувствие, да, потому что она переживает за каждого пациента. Многие пациенты у нас не заканчивают лечение, то есть они проходят лечение в федеральных медицинских центрах в Москве. И это такая деятельность, которая является ее личной инициативой. Она занимается пациентами, которые связаны с проблемами в кардиологии. И вот, наверное, вот эту работу мало кто знает, но она очень серьезна, потому что довести пациентов после лечения здесь, еще смотреть за ними, проводить их реабилитацию после лечения, это дорого стоит.
Нюргуна Васильевна Протодьяконова родилась в селе Хатырык Намского улуса, закончила 8-ю школу города Якутска и поступила на медико-лечебный факультет Якутского госуниверситета. С детства уже привили мне, что нужно учиться хорошо. У нас в семье было 4 детей, родители у меня образованные, такие достаточно известные люди в Якутии. Папа Василий Никитич Протодьяконов, он всю жизнь проработал на кафедре якутского языка и литературы, ИГУ, да, тогда было, затем СВУ, более 50 лет на одной кафедре. То есть после аспирантуры он остался на одной кафедре, вот там же и работал. Был доцентом кафедры, он как ученый, как литературный критик, его обожают все его студенты, до сих пор мы все общаемся. И когорта преподавателей якутского языка, литературы в школах, улусах Якутии. Все знают Василия Никитича, все ему очень благодарны, его очень любили. И в нашем доме всегда были его студенты, его аспиранты. Мама тоже у меня заслуженный учитель ЕАССР. Она начинала в Хатырыкской средней школе работать в Намском улусе. Я там как раз и родилась во время ее практики, когда она там была. Я была 4-м ребенком, родилась в семье. Папа как раз в это время был в аспирантуре. После моего рождения я, конечно, переехала. И вот мама там в Хатырыкской средней школе как раз начинала работать над созданием музея имени Максима Кировича Амосова. Начинала этот музей как основатель, тоже была одна из основателей. Гуманитарная семья, да. Мама учитель истории, папа литературы, языка. Так получилось, что в 16 лет, учась в 10 классе, я потеряла маму. Это так случилось скоропостижно, была такая большая трагедия для нашей семьи. Оставалось 4 детей. Папа тоже тяжело переживал эту утрату. Конечно, для детей это просто было шоком в тот момент, потому что в 3 дня мы потеряли маму, которая при полном здоровье ушла из жизни. Все разговоры как раз в конце 10 класса были о том, что можно было бы ей помочь или нельзя, какие врачи, там как, это все там старались, помогали. И, конечно, выбор у меня. И тем более, что мама всю жизнь мне говорила, когда я была в детстве, что у меня хорошие руки, что у меня все для этого есть, чтобы я была врачом. Она очень хотела этого. И вопроса выбора у меня не стояло в этом, выбора профессии, поэтому я сразу пошла в медицинский в 85 году, как закончила школу, сразу пошла поступать в медицинский, поступила, там конкурс был очень большой в то время, так как были хорошие баллы, и мы как-то честно все сдавали экзамены в тот момент, я поступила на медико-лечебный факультет, тогда он назывался ЕГУ. Закончила его успешно, 6 лет проучилась. Во время учеба вообще была очень интересная на самом деле. У нас замечательно была группа, я попала в хорошую группу, группа А, 85, МЛФ 85. До сих пор дружим, все очень дружные. Вообще курс был наш замечательный. Во время учебы на старших курсах Нюргуна Васильевна совмещала работу медицинской сестры в Якутской городской клинической больнице. Также она там начала практику и в кардиореанимации. Конечно, такой первый опыт работы кардиологом. И это была настолько экстренная, интенсивная работа действительно в реанимации. В то время только был отстроен корпус кардиологии Якутской городской больницы отдельный. Он был 5-этажный корпус с 2 большими отделениями, инфарктным, ревматологическим. И была палата интенсивной терапии на 6 коек, насколько помню, когда мы в интернатуре только начинали. И, конечно, так как сердечно-сосудистых заболеваний очень много, вообще по распространенности и в Якутске тоже, конечно, по населению, да, нашему, единственная кардиология была городская на экстренную помощь. И мы работали, конечно, на износ в то время. Это было до 20 скорых за ночь, например, если мы дежурили. При этом ты во время дежурства должен был
осмотреть всех тяжелых во всех отделениях, то есть в инфарктном отделении тяжелых достаточно много, в ревматологическом отделении. И при этом еще обращались дежурные врачи других отделений. Это инфекционное отделение, хирургия была часто, вызова делали. Как врача-кардиолога, конечно, мы как начинающие боялись всего, но приходилось успевать между скорыми, еще бегать консультировать в другие отделения и как-то все успевать. И это, конечно, было большим опытом. И это вот дало мне как раз старт того, что пришлось очень быстро набирать вот эту практику, учиться у выдающихся наших кардиологов, у Шишкиной Галины Ивановны, тогда мы застали еще ее, она была заведующей кардиологией, Дроздова Валерия Анатольевна, наш заведующий именно палаты интенсивной терапии, потом оно перешло в блок интенсивной терапии и уже называлось как кардиореанимационное отделение далее. Вот. И в этом развитии кардиологии Якутии я тоже принимала участие, очень горжусь этим. И в становлении как раз кардиологии, только вот в открывшейся, мы туда как раз с коллегами и пришли. Мы с Нюргуной Васильевной познакомились в далекие уже, в принципе, давно прошло, это со студенческих лет. Мы с ней учились на одном курсе, но в разных группах пришли в интернатуру, в городскую больницу проходить вместе, попали в одно отделение, кардиореанимацию. Это, знаете, в далеком 91 году. Разные случаи у нас были, потому что кардиореанимация подразумевает экстренные случаи сердечно-сосудистые заболевания. И, конечно, мы с ней дежурили в разных сменах, потому что мы молодые, с нами ставили опытных докторов. Но вот ее отличало, что она будет докапываться до конца. Вот почему там это, то. Пациенты, хотя вот в кардиореанимации пациенты как бы нас не помнят. Вот мы в экстренной ситуации, они в таком состоянии, они не помнят. На самом деле ее именно помнили. И они спускались, там мы их переводили потом дальше в другие отделения, спускались и именно благодарили ее. Доктора разные есть. Они хорошие специалисты, но они не объясняют пациенту зачастую или из-за усталости, или из-за нехватки времени там, и так далее. А вот именно она могла все объяснить, досказать. Если они спрашивают, она все рассказывает и так далее, и так далее. Был случай, что оставили меня работать одну, то есть интерна, да, то есть только из скамьи студенческой, оставили меня работать одну на весь корпус дежурить. И был полный блок интенсивной терапии, было 6 человек тяжелых. Потом поступали люди, приезжали скорые, тоже с тяжелыми пациентами, и надо было их куда-то положить. То есть надо было организовывать дополнительные койки, да, кто-то на кушетке мог. И так как Галина Ивановна Шишкина у нас проводила такие серьезные конференции с утра, и мы все боялись, что, не дай бог, там возьмем кого-то не по назначению, то есть не по показаниям, да, что у человека другое заболевание, а мы вдруг его взяли в кардиореанимацию и лечим от сердца, у него другое, может быть, острое заболевание, которое требует неотложной помощи в другом отделении. Конечно, там и дифференциальная диагностика должна была, мозги должны работать очень быстро. Притом ты успеваешь там так, как у тебя практики мало, но ты не видишь, нет опыта работы. Ты переживаешь, теоретически ты очень подкован, все знаешь, вроде бы все умеешь, но и практически это все совсем по-другому происходит. Это нужно реагировать моментально и принимать решения тут же. Поэтому вот было, конечно, очень тяжело. Поступили по скорой две женщины, одна с отеком легких на инфаркте миокарда остром. Другая пациентка была уже с острым инфарктом миокарда, тоже в тяжелом состоянии, с недостаточностью кровообращения. Вот. И я звонила всем врачам, которые там заведующие, да и не могла ни до кого дозвониться в тот момент. И я вот тогда поняла вот для себя, что ты должна сама все это делать, сама должна решение принимать, сама научиться все это делать, и другого выхода нет у тебя. Либо человек умрет, либо ты что-то сделаешь. И в тот момент это был такой переломный, конечно,
период в моей жизни, и я многое что поняла для себя. И, наверное, уяснила, что кардиология – это серьезно, кардиореанимация и кардиологические пациенты – это вот здесь и сейчас. Ты либо принимаешь решение и с человека направляешь куда надо, лечишь его правильно и делаешь все, чтобы он выздоровел. Во-вторых, она у нас очень хороший организатор. Вот ее отличает именно высокая работоспособность, за коллектив болеет, вообще за санаторий болеет. Вот, чтобы санаторий работал и лучше работал, и чтобы отдыхающие уезжали от нас удовлетворенные в том, что они отдохнули. И еще хочу сказать, что она очень хороший, надежный друг, как человек. Человек, она с хорошим чувством юмора. На любые праздники она всегда нас организовывает. Она лидер еще профсоюзной организации нашей первичной. Болеет вообще за коллектив. Любые какие-то споры трудовые и так далее мы обязательно решаем с профсоюзным комитетом. Вот именно что она неравнодушная ни к отдыхающим, ни к сотрудникам. Просто, если так сказать, по жизни санатория, то есть если у нас ковид, Нургуль Васильевна у нас впереди, занимается всеми проблемами, в том числе те, которые еще были неизвестны. Сейчас у нас вопрос идет реабилитации воинов СВО, членов их семей. Ну и, конечно, Нургуль Васильевна тоже впереди нашего врачебного коллектива, занимается этой работой. И я очень рад, что постоянно слышу очень добрые отклики от наших клиентов, от людей, кто лечится здесь. Поэтому нам очень повезло. Сейчас к нам приезжают участники СВО, некоторые приезжают семьями, с женами, с детьми. Это что очень похвально. Для реабилитации, я считаю, если с семьей приезжает участник СВО, намного лучше идет реабилитация вместе, да, когда они вместе. То есть это и психологически как бы человека поддерживает, и опять же медицинская наша составляющая имеет значение. Реабилитация у нас достаточно полная идет, там идет полное обследование. В основном после СВО у нас идут травматологические заболевания и неврология, то есть контузии, ранения. Вот. Конечно, есть тоже и кардиологам работа, сказывается все и на давлении, и на сердечно-сосудистой деятельности. Поэтому постараемся комплексно подойти к лечению, реабилитации. И если пациенту нужно то или иное, тот или иной специалист, мы обязательно его даем. И как-то ведем этого пациента все 18-20 дней, которые они здесь находятся. Стараемся улучшить все показатели, которые у него были до поступления. И многие, конечно, и психологически разгружаются здесь, и получают полное комплексное лечение. Нургуль Васильевна во время аспирантуры в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова на базе клинической больницы управления делами президента России внедрила новый метод исследования – сцинтиграфию миокарда. Самостоятельно проводила диагностические исследования пациентам, обработку и интерпретацию данных компьютерной томографии сердечной мышцы, подбор лекарственной терапии и лечение пациентов. В 2000 году успешно защитила диссертацию по данной теме, имеет научные статьи и публикации в федеральных медицинских изданиях. Моим руководителем, профессором Борисенко Анатолием Петровичем, была предложена тема диагностики ишемической болезни сердца путем сцинтиграфии миокарда, проведением сцинтиграфии. В то время, вот в 91 году, в 93-м, да, это только начиналось. Вообще в России мы начали внедрять этот метод в работу клинической больницы «Управделами». Это у нас получилось. Мы набирали пациентов и из самой клинической больницы, и те люди, которые приезжали в санаторий без Чегда, я тоже проводила это исследование им. И мы набрали достаточно большой материал. Я сама работала на компьютерном томографе, сама обрабатывала
эти исследования. Да. Был 32-срезовый компьютерный томограф, который делал срезы миокарда именно во время нагрузки. Да, нагрузочные пробы проводили и тестировали новый радиофармпрепарат, он тогда назывался Технитрил. И достаточно успешно диагностировали ишемическую болезнь сердца или нет. И после этих исследований люди уже решали, надо им оперироваться или нет на данный момент жизни. Нюргун Васильевна Протодиаконова больше 30 лет назад выбрала свой путь – медицину, и продолжает двигаться по нему, помогая и поддерживая людей в самых непростых жизненных ситуациях. И секрет ее успеха прост – это эмпатия, отзывчивость и желание налаживать контакт. Контакт между доктором и пациентом очень важен. Я думаю, что это самое важное, что должно быть в общении. То есть вы изначально должны этот контакт создать, как-то сформировать. То есть каждый врач, я считаю, независимо от того, терапевт он или узкий специалист, он должен всегда быть психологом и помнить всегда, что пациент прав всегда, что мы работаем только для наших пациентов. И самая главная задача каждого врача – это помочь пациенту решить его проблемы со здоровьем.